2018 году Ради Хабиров поручил наладить работу МФЦ в Башкортостане. Тогда в очереди приходилось ждать по полчаса и больше, а чтобы сдать документы, занимали очередь с ночи. За 3 года офисы МФЦ в Башкортостане привели в порядок, увеличили штат. Теперь жители республики обслуживают быстро и качественно. В рамках рабочей поездки по Уфе глава Башкортостана Ради Хабиров в центральном офисе МФЦ на улице Новомостовой. Доброе утро, уважаемый Ради Фаритович. Доброе утро. Куприянова Наталья, директор МФЦ. Мы очень рады, что вы посетили наш МФЦ. Всех с праздником наступающим. Спасибо большое. Давайте вам немножко расскажу о нашей работе. Когда заявители приходят к нам в офис, они посещают нашу зону ресепшн. Да? Здесь наши специалисты осуществляют первичное консультирование, уточняют, за какой услугой обратился заявитель, выдает талон электронной очереди, и дальше заявитель уже проходит зону ожидания для получения услуг. Давайте пройдем дальше. Хочу вас ознакомить с криптобиокабиной. Это полностью российская разработка. Она создана для того, чтобы выдавать биометрический заграничный паспорт гражданам. Да, если раньше у нас, получается, для того, чтобы выдать биометрический паспорт, необходимо было присутствовать сотруднику МФЦ в офисах МФЦ, да, то в настоящее время это не требуется. В этой биометрической кабине человек сдает отпечатки пальцев, сканирует документы, фотографирует, и наши специалисты ему помогают. И, получается, из этой криптобиокабины информация уходит уже на проверку ФСБ и в Госзнак для изготовления заграничного паспорта. То есть это вот такая машина, у нас таких 12 штук, да, в Республике Башкортостан. По республике раскиданы, да? Да, они в крупных у нас, получается, городах. Вот, госпошлина, которая поступает от расщепления, она поступает в бюджет республики, да, и мы в прошлом году в бюджет заработали где-то 430 миллионов рублей. Вот, дальше у нас есть доступ к порталу госуслуг. Здесь заявители могут оформить услуги в электронном виде, да, получается, сделать себе доступ на портал госуслуг, пароль. Ну, также у нас зарядить телефоны можно. И далее уже заявитель проходит в операционный зал. Здесь у нас зона ожидания, комфортные условия, получается, установлена электронная очередь. Праздников. Праздников. Это окна наши приема документов, это окна выдачи. Праздников. На самом деле это очень крупный у нас операционный зал. Сколько здесь вот вообще? Здесь у нас 34 окна и плюс 3 окна для бизнеса. Вот так, да. Да, здесь у нас... Хватает 3 окна для бизнеса? Хватает, да, потому что у нас для бизнеса в приоритетном порядке бизнесмены... Потому что мы сейчас будем, наверное, опять, вот, судя по ситуации, смотреть там меры поддержки по бизнесу. Будем, ну, если нужно, будет увеличить, да, если какие-то вещи. Это такой процесс управляемый, конечно, да? Конечно. Давайте дальше пройдем. 320 услуг данный офис у нас в год оказывает, да, это самое большое количество услуг в этом офисе у нас оказывается. Праздником. Как я уже сказала, этот офис у нас один из самых крупных. Есть в Уфе еще один офис, он чуть больше получается, да, 46 там окон, а здесь у нас 37. Самые востребованные услуги, Ради Фаритович, это в основном регистрация права собственности. Очень много мамочек с детьми к нам обращаются за социальными пособиями. Также обращаются к нам за заменой паспорта, получение ИНН, СНИЛ. В общем, у нас более 370 услуг, которые предоставляются в каждом офисе. Какие зарплаты средние? Смотрите, у нас получается средняя зарплата по офису 39 тысяч. Но новички у нас, которые приходят, еще не выработали опыт работы, да, получается, они получают в районе 25 тысяч. Хочу ознакомить вас с праздником наступающим. С сектором пользовательского сопровождения. Я уже сказала, да, что сейчас очень активно так развиваются электронные услуги, да, и мы поняли, что одного компьютера нам не хватает, да, мы организовали здесь буквально вот недавно сектор пользовательского сопровождения. Наши специалисты помогают оформить в этом секторе. Как зарегистрироваться на портале, вот, да, даже с таких начальных вещей, да? Да, то есть очень пользовался сектор этот, когда мы выдавали QR-коды, да, когда не могли люди получить
QR-коды самостоятельно. Они приходили. Очереди были, да? Очереди были. Нет, ну у нас очередей не было, но люди просто не могли получить на портале дома, распечатать. У кого-то нету просто принтера, да, соответственно, они приходили к нам, и мы всем помогали. Очень много, кстати, пожилых людей обращались, потому что у пожилых людей вообще этой возможности нету, и даже доступа на портал госуслуг нету. И в этом секторе пользовательского сопровождения мы в том числе оказываем те услуги, которые предоставляются только в электронном виде. Соответственно, их в МФЦ нету, их можно получить только в электронном виде. Наши специалисты, можно сказать, обучают пользоваться порталом госуслуг. Вот, то есть это очень удобно здесь делать. А вот девушки-сотрудники, есть какие-то требования по образованию? Наличие высшего образования не требуется, нет? Мы требуем высшее образование, да, но в любом случае... Ну, здесь дети что помогли, детская комната, да. Как я уже сказала, очень много детишек обращаются. Давайте зайдем. Тут у нас электронная очередь, то есть мама с ребенком... то есть она сидит спокойно здесь, да? И ждет, когда ее вызовут в окно, и, соответственно, она может пройти. С очередями что у нас вот, с временем? Помните, я года 3 назад я ругался. Да. У нас там за 20 минут, по-моему, было. У нас было больше, Ради Фаритович. Больше было, да? У нас сейчас сколько? 40 минут. В этом офисе у нас 3 минуты времени ожидания в очереди. Да, но сейчас еще в связи с тем, что у нас ограничения ковидные, у нас офис принимает документы по предварительной записи. То есть люди приходят по предварительной записи и спокойно, без... А если человек пришел без записи, что с ним? Мы тоже его принимаем. Да, то есть... Просто подождать немножко, получается. Просто необходимо немножко подождать, когда освободится первое... А в целом по республике есть единый средний показатель? Вот по республике? Да, у нас чуть больше минуты время ожидания. Серьезно? Да. Ну, то есть у нас этой проблемы сейчас нет вообще? Сейчас этой проблемы нет, Ради Фаритович. Вот, когда вы пришли, да, мы очень вам благодарны, да, за то, что, во-первых, благодаря вам нам подняли заработную плату. Давайте сюда пройдем, да? Немножко подняли, да? Да, конечно, Ради Фаритович. В связи с этим мы смогли набрать людей. То есть, когда вы пришли, у нас было 1600 человек, сейчас у нас 2137 человек. То есть, это все благодаря вам. Сколько? 2137. Так вы как, завод большой. Здравствуйте, да. С праздником наступающим. У нас очень много девочек, которые в декретном отпуске находятся, да, почти 800 человек. То есть мы очень рады, что мы такая кузница детишек. А здесь у нас бизнес-окна. Здесь предоставляются услуги для бизнеса, то есть предприниматели в приоритетном порядке вызываются сюда. Также здесь у нас оказываются услуги для предпринимателей, допустим, по Росреестру в сокращенные сроки, то есть вместо 10 дней предоставляется в течение 5 дней. Здесь у нас широкий спектр услуг. Предприниматели могут получить, допустим, лицензию на алкогольную деятельность, на перевозку такси, могут зарегистрировать право собственности, открыть свое дело, открыть, получается, счет расчетный в банке. Вот. То есть здесь достаточно широкий перечень услуг, за которыми могут предприниматели обратиться. У нас Минземимущество провело хорошую работу, чтобы по земельным делам, по земельным вопросам. Это тоже у вас сейчас тоже есть, да? Да, мы в тесном взаимодействии с Министерством земельных и имущественных отношений. Очень много услуг у нас в этом году передано нам, да, то есть мы тоже предоставляем эти все услуги, в том числе и в муниципалитетах. То есть в муниципалитетах же есть местная, да, земля получается, соответственно, по муниципалитетам тоже у нас заключено соглашение. Дополнительно мы здесь, кстати, фотографируем, Ради Фаритович, да, на паспорт, на выдачу водительских удостоверений, да. Очень удобно. Конечно. Как я уже сказала, это первый у нас офис, который открылся в Республике Башкортостан. Он открылся у нас в 2012 году. Вот. Он у нас был ранее в старом бренде, да, сейчас вот этот вот федеральный бренд, получается, который сделан для того, чтобы МФЦ были узнаваемы по всей России. Кроме 4. У нас есть проблема, да, с 4, но с нашим учредителем, с аппаратом правительства мы сейчас этот вопрос решаем. Да, ну, это все совместно у нас решается. Надеемся, что в ближайшее время, соответственно, у нас будут новые помещения и такие же красивые, как здесь. Вот. Сейчас я вас ознакомлю с нашим контакт-центром. У нас есть контакт-центр, который консультирует, осуществляет предварительную запись. То есть можно позвонить, получить консультации? У нас единый номер. Единый на всю Башкирию, да? Единый на всю Башкирию. Здесь у нас наибольшее количество сотрудников присутствует, да? Вот здравствуйте. Наш контакт-центр. Здесь у нас 22 сотрудника всего, да, но у нас также есть сотрудники, которые работают у нас в Стерлитамаке, там 8 у нас сотрудников, и Кумертау 2. Но номер у нас единый. Вот, соответственно, мы принимаем здесь более 7
тысяч звонков в день. Ежедневно к нам такое большое количество вообще поступает. Много, конечно. Да, вот. И помогаем предварительную запись оформлять и консультирование. Работает в основном женский коллектив у нас. Я вижу 2 парней. Заметил. 2 парней, да, и 4 парня в операционном зале у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим вас праздником. Спасибо. Я вот сегодня, мы с моими коллегами думали, вот как нам поздравить наших дорогих милых женщин. Никогда не было у вас вот с таким визитом, что ли, в МФЦ. По делам своим приходила, а вот так вот не приходилось. Поэтому хотел посмотреть, как вы работаете, как живете. Очень все здорово. Вот мы сейчас с Натальей Ивановной обсуждали. 3 года назад, помните, у нас были проблемы с ожиданием. Да. А сейчас практически этой проблемы, не практически, этой проблемы не существует. Да. Поэтому это все благодаря вам. Поэтому я хотел поздравить вас с наступающим 8 марта. Вот. Здоровья, счастья, любви. Вы ничего не бойтесь, все у нас хорошо будет в нашей стране. Работайте спокойно. Наших жителей всегда очень приветливо встречайте, вежливо. Вопросы разные бывают, наверное, и сложные какие-то вопросы решаете. Ну и будьте счастливы, у вас такой здесь красивый коллектив. И вот. Желаю, чтобы у вас все-таки оставалось время, чтобы и личная жизнь у вас была обязательно. Вот. Потому что, видите, как работа работает, но надо, чтобы у вас были мужья, у вас были дети. Вот. Семьи вы построили, поэтому от души вас всех поздравляю. Будьте счастливы. Будьте счастливы. Спасибо, Ради Фаритович, большое. Это вот от меня вот небольшие подарки, поэтому да, это... Такие красивые цветы, тортики, спасибо большое. Весенние цветы, это всегда вот... Я помню, студентом еще был. Мы, помните, рынок был, мы все там в очереди стояли, поэтому тюльпаны на 8 марта это обязательно. Еще раз спасибо вам большое за ваш труд. Он очень нужен нам. Спасибо. 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 Будьте счастливы. Будьте счастливы. Нам очень приятно, Ради Фаритович, что выбрали наш женский коллектив, поздравили. Вообще просто, не знаю, это, наверное, очень такой большой подарок для нас, да, на 8 марта. Вообще, вот я говорю, наш МФЦ, вот, я же что-то делаю, потом, если что-то сделал, я в копилку откладываю, за это не боюсь. Вот за МФЦ я не боюсь. Очень организован, очень дисциплинирован. Такое ощущение, что вы по уставу живете. Мы по уставу живем, Ради Фаритович, да? Конечно. У нас стандарт обслуживания. Потому что прямо вот настолько все организовано, начиная с внешнего вида вот, и завершая вообще, как люди разговаривают, как они встречают людей. Это очень, очень здорово. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо. Какой подарок нам сделали. Привет. Маму поздравь с праздником. Спасибо большое. Очень рада была вас видеть. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Я попрошу, наверное, вот после 9-10, чтобы вы пришли и на нашем ВКСе рассказали о ваших достижениях. Давно вот не слушали. Во-первых, какие вопросы? Сколько вас сейчас? Где вы открыли новые окошки? Как мы будем готовиться к возможным вопросам? Сейчас, потому что будет правительство принимать разные и социальные дополнительные выплаты, я полагаю, вот, по бизнесу. Потом расскажете, какие проблемы есть, я сразу поручение дам. Ну, то есть, вот вы говорите, 4, да, оформите, ну, и вам хорошо будет. И самое в сравнении покажете, что было 5 лет назад, там, 3 года назад, год назад. Ну, это очень важно. Ладно? Спасибо большое, Ради Спасибо, Фаритович. с праздником вас поздравляю. Спасибо, до вам свидания. тоже будьте здоровы, счастья. До свидания. Спасибо огромное. Ради Фаритович, все мы помним, сколько было жалоб, какое было время ожидания. Сейчас совершенно другая картина. Более 40 минут ждали. Более 40 минут ждали, до часу ждали. Причем везде пестрая картина была. И вот как-то мы собрались все вместе, переговорили тогда с руководством, с нашими работниками и просто договорились, что этого быть не должно. И вот мы потихонечку выправили ситуацию. Да в МФЦ сейчас приятно приходить. Вон, видите, ребенка оставил и решил все свои вопросы. Вот. Но я полагаю, что у МФЦ сейчас будут какие-то дополнительные новые задачи, скорее всего, потому что вот наше правительство разрабатывает меры поддержки бизнеса. Это же все тоже будет делаться через МФЦ. Поэтому очень надеемся, что вот МФЦ – это наш главный партнер. Это же так удобно решить вопросы взаимодействия с государством, не приходя куда-то. Даже с кабинета сейчас госуслуги решаешь. Но видите, какие красивые здесь сотрудницы работают. Их очень приятно поздравлять было. Спасибо. Спасибо.